Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем 10-й урок информационной войны. Я напомню, что я профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. И сегодня он будет посвящен тематике истории информационной войны, потому что эти два слова тесно связаны. Я бы хотел сегодня рассмотреть один из эпизодов истории мировой, который находится в фокусе информационной войны. Кто же являлся организатором Второй мировой войны? И очень часто наши западные оппоненты, страны НАТО, пытаются представить Советский Союз. И я постараюсь разоблачить эту ложь о Советском Союзе как государстве, которое способствовало организации Второй мировой войны. На самом деле главная страна, которая организовала эту Вторую мировую войну, как и первую, впрочем, это Британская империя или Великобритания. Итак, может быть, для начала одна такая цифра, это 1929 год. Что произошло в этот период времени в Советском Союзе? Руководитель СССР Сталин осуществляет несколько принципиальных действий, которые и стали поводом для ведения информационной войны со стороны Британской империи для организации ею Второй мировой войны. Сталин высылает Троцкого, Бронштейна с территории СССР. Троцкий был главным агентом британской разведки МИ-6 в среде большевиков. Второе решение Сталина: он разрывает контракт с британскими фирмами по добыче золота из недр Советского Союза. Этот контракт, который был подписан Троцким, который после покушения на Ленина в 1918 году был главой Революционного военного совета, предусматривал следующие пропорции, что 3% золота, добываемого на территории Сибири и Дальнего Востока, должно было идти СССР, а 97% Англии. Вот такой был расклад. Дело в том, что в 1912 году произошел так называемый Ленский расстрел на реке Лени, когда золотодобытчики английские потребовали применения армии против рабочих, которые подняли восстание из-за плохих условий. После этого Ленин получил псевдоним Ленина, но одновременно царское правительство расторгло договор как раз с британскими капиталистами. И через несколько лет, в 1918 году, после уже победы большевиков, Троцкий восстанавливает этот договор только на еще более, скажем так, негативных условиях для СССР. И следующее решение, я напишу ключевое слово, это индустриализация. Сталин принимает решение об индустриализации страны. Ну и для индустриализации было нужно золото. Это золото как раз Советский Союз перестал вывозить в Англию и стал использовать для индустриализации. И важно, почему Великобритания начала информационную войну против СССР, потому что Сталин отказался брать британские кредиты, и вся индустриализация была проведена за счет собственных средств Советского Союза. Все это и стало поводом для того, чтобы в 1929 году, после таких исторических решений и абсолютно правильных решений Сталина, которые были направлены на подъем экономики Советского Союза, Великобритания принимает решение о поддержке Гитлера, который представлял в тот период времени относительно небольшую политическую партию на территории Германии. Итак, 1929 год начинается масштабное финансирование Банком Англии, крупнейшим банком мира того периода времени, фашистской партии Германии с целью привода ее к власти. В 1932 году начинается избирательная кампания, и весь финансовый блок, все финансирование этой фашистской партии на выборах как раз осуществлял Банк Англии. А руководителем этой избирательной кампании был выдающийся тоже теоретик и практик пропаганды, это доктор Геббельс. Он был одним из
выдающихся пропагандистов и стал руководителем избирательной кампании. То есть деньги Банка Англии, которые были выданы Гитлеру для ведения избирательной кампании, доктор Геббельс достаточно эффективно использовал. Следует отметить, что многие считают, что звание доктор Геббельс относится к его медицинскому образованию. Хотел просто пояснить, что Геббельс закончил факультет философии одного из известных университетов Германии. Сегодня это один из самых популярных в Германии, это Гильдербергский университет. То есть Геббельс был доктором философских наук. То есть он доктор не медицины, а доктор философии. Ну и талантливый пропагандист, который активно пропагандировал фашистские идеи для того, чтобы партия Гитлера победила на выборах. И действительно, в 1933 году канцлером Германии становится Адольф Гитлер после победы на выборах. И вот далее возникает вопрос организации, для чего Банк Англии привел, собственно, Гитлера к власти, для того, чтобы направить фашистскую Германию против Советского Союза для его уничтожения. Так вот, с 1933 по 1938 год программа вооружений фашистской Германии увеличилась в 6 раз, то есть финансирование военных программ. Все это шло за счет Банка Англии. И вот ключевое здесь слово дальше Мюнхен, 1938 год. Собственно, Мюнхенский сговор, который был осуществлен 4 государствами, но здесь уже я напишу, может быть, сверху, какие это государства. Это Британская империя или Великобритания, плюс Франция, плюс фашистская Италия и плюс фашистская Германия. Вот такой был заключен союз. Против кого был заключен союз? Сговор. Почему? Потому что они приняли решение о передаче, оккупации Чехословакии фашистской Германии. Но не только. Вот этот кусочек Чехословакии отошел Польше. То есть Польша участвовала, да, через год Польша перестала существовать, но в 1938 году Польша участвовала в разделе Чехословакии и была союзником фашистской Германии. Более того, предполагался совместный парад фашистских и польских войск на Красной площади. В 1941 году такое секретное соглашение было подписано между польским и германским генштабом. Советский Союз в этот период времени выступил категорически против Мюнхенского сговора и предложил помощь Чехословакии. Наши дивизии были готовы прийти на помощь Чехословакии, но между Чехословакией и СССР в тот период времени была территория Польши. И Польша категорически отказалась пропустить советские войска на помощь Чехословакии. Так вот, для чего, собственно говоря, Чехословакия была передана фашистской Германии? Только для того, чтобы затем направить фашистскую Германию на Советский Союз и уничтожить Советский Союз, который демонстрировал, собственно говоря, выдающиеся темпы экономического роста в период с 1931, я напишу эти цифры, 1931 по 1941 год ВВП Советского Союза вырос в 3 раза. То есть это были гигантские темпы экономического роста, и, конечно, развивалась прежде всего военная промышленность, и к началу Великой Отечественной войны Советский Союз смог создать мощный оборонный комплекс, мощную армию. Но, конечно, Советский Союз не хотел войны и всячески стремился ее оттянуть. А истинным организатором этой войны, конечно, была Британская империя, которая хотела уничтожить Советский Союз или как бывшую Российскую империю с помощью специально накачанного деньгами и идеологии. Это прежде всего фашистской партии, которую возглавляли такие одиозные личности, как Гитлер, Геббельс, Гиммлер и многие другие. Следует обратить внимание, что даже после того, как мы уже стали союзниками, в 1944 году
после нападения фашистской Германии на Советский Союз, после Сталинграда, Курска в 1945 году лидеры Британской империи и США организовали закулисные переговоры с Гиммлером для того, чтобы заключить совместное соглашение о войне с Советским Союзом и объединенными силами. Все эти события очень хорошо показаны в замечательном кинофильме «17 мгновений весны», но многие молодые люди, наверное, не знают об этих событиях. И главный вывод, который, наверное, нужно сделать из истории информационной войны, что для чего, собственно говоря, ведется искажение истории, для того, чтобы сегодня, в настоящем, постараться добиться выгод и преимуществ в ходе ведения информационной войны. Я напомню о 9-м уроке о тематике комментария, когда я говорил о том, что информационная война — это навязывание или доведение своих комментариев до противоположной стороны с помощью систем аргументов, фактов и способов и систем коммуникации. Так вот, негативный ложный комментарий, который связан с историей, он обезоруживает, собственно говоря, страну, которая находится и сегодня в сложнейшем информационном противоборстве на пути строительства Евразийского союза, на пути урегулирования украинского кризиса, сирийского кризиса. И поэтому, конечно, эти исторические параллели, они ставят целью, безусловно, ослабить ныне действующую власть, и второе, прежде всего, повлиять на мировоззрение, умонастроение молодежи, которая обладает меньшим количеством информации, меньшим объемом исторической памяти и может стать объектом, прежде всего, манипуляции. Поэтому хотел также обратить внимание, что сфера истории не только по тематике Мюнхенского сговора, она является одной из важнейших, и попытки искажения, фальсификации истории продолжаются. Так, например, бывший президент Франции Жескар д'Эстен написал книгу как бы фантастическую о том, что в 1812 году в России победил якобы Наполеон, была установлена Французская империя до Дальнего Востока. И когда у него спросили, а зачем же вы пишете, это же уже всем известно, что это ложь. Он говорит, ну это я просто, вот так сказать, теоретизирую, пишу, но я напомню, что это книгу такую написал бывший президент Франции, который является политиком мирового масштаба. Следовательно, это цель искажения исторического прошлого и подмена, скажем так, значение того исторического подвига, который был достигнут в Первую Отечественную войну 1812 года. То есть те же алгоритмы применяются и против Советского Союза, который как раз спас мир от страшного фашизма, от уничтожения всего человечества руками фашистов и их управленцев, которые находились в основном в Банке Англии. И сегодня мы видим в кризисе на Украине практически аналогичные во многом механизмы, когда Украину пытаются превратить в фашистское государство и направить его против России и других стран Евразийского союза. Поэтому опыт истории нам необходимо изучать, а эти фальсификации и ложь необходимо разоблачать, и тогда мы действительно сможем и в современной информационной войне побеждать. Я напомню, что завершается 10-й урок информационной войны. Я профессор Игорь Панарин. До свидания, уважаемые телезрители.